Далее на канале Якутия-24 мы подведем информационные итоги дня сегодняшнего, пятницы, 30 сентября. В студии Иван Лазаренко, и вот о чем расскажем в этом выпуске. В Якутске продолжает свою работу Координационный центр по вопросам частичной мобилизации. Какой страшный урок извлекла из трагедии в Ижевской школе система образования и как устроена система безопасности в школах Якутии. Внимание к старшему поколению должно уделяться на постоянной основе. В пансионате «Счастье» отметили День пожилых. 30 сентября вот уже 25 лет отмечается День интернета в России. В IT-парке прошел мастер-класс по мультипликации для школьников. Якутянка вошла в десятку лучших на всероссийских соревнованиях по художественной гимнастике на призы 10-кратной чемпионки мира Ольги Капрановой. В начале недели всю страну потрясла страшная трагедия. В результате стрельбы в школе Ижевска погибло 17 человек, среди них дети. При этом охрана, по заявлению местных властей, работала в школе круглосуточно. О том, какой страшный урок извлекла из этого случая система образования и как устроена система безопасности в школах Якутии, в материале Петра Васильева. Трагедия в Ижевске произошла в понедельник утром. На школу номер 88 напал ее бывший выпускник, вооруженный 2 пистолетами. Мужчина убил охранника и стал стрелять по всем, кого видел. Его жертвами стали 17 человек, среди них дети и учителя школы. Нападавший покончил с собой в одном из классных помещений. Тут ФСБ работает. Запрещенное в России так называемое движение «Колумбайн» в Ижевске вызвало новую волну озабоченности безопасностью школьников. Как показал случай в школе 88, наличие охраны не панацея. Нужны дополнительные меры. Наша съемочная группа решила выяснить, как обстоят дела в самых крупных школах столицы республики. В ряде из них нам отказали, ссылаясь на занятость ответственных лиц или внеплановые проверки. А в некоторых и вовсе признались, что из системы безопасности только щеколда на дверях. Однако нашлись и тех, кому нечего скрывать. Например, школа номер 5. 1500 учеников и меры безопасности здесь, соответственно, беспрецедентные. Система безопасности устроена на людях, которые работают. Это и ЧОПы, которые у нас стабильно работают уже продолжительное время, и дежурные администраторы, учителя, которые работают в школе. Все детей и работников знают уже в лицо. И если попадет в школу или родитель, посторонний человек, он уже определяется. Работает система видеонаблюдения, также дежурные администраторы сразу решают, кому, для чего пришел гость. Еще одна крупная столичная школа, номер 26. Здание по всему периметру ограничено забором от въезда нежелательного автотранспорта. На входе журнал посетителей и бдительная охрана. Но это еще не все меры. Видеть то, что происходит внутри здания, охране и руководству школы помогают 25 камер видеонаблюдения, расположенных на всех этажах школы. Но для большей безопасности глаза необходимы и снаружи. И они есть. По всему периметру здания установлены еще 7 камер постоянного видеонаблюдения. Однако специалисты школы обеспокоены еще одной проблемой. В нескольких сотнях метров от здания находится так называемая наливайка – пункт продажи алкогольных напитков. С нетрезвыми посетителями алкоточки сталкиваются и дети, выходящие из школы после уроков. Вчера я разговаривала с детьми, с младшими классами, девочки мне тоже жаловались, что когда они идут в школу, это скопище граждан начинает клянчить деньги, то есть мало того, что они занимаются распитием. И минимизировать риски – это наша обязанность, и прежде всего контролирующие органы, прежде всего государственные структуры должны обратить на это внимание. Безусловно, случившееся в Ижевске повлечет за собой ряд проверок систем безопасности. При этом, как отметили в Миноборнауки Якутии, ответственность за детскую безопасность в школе лежит на учредителе. Это полномочия муниципальных образований, учредителя. Учредителя муниципальных образований – это главы районов. Мы направляем письма, проводим совещания, ставим требования и так далее, чтобы они какой-то срок исполняли, приобрели и так далее. И время от времени проверяем.
работу мы проводим работу. Вот они обязательно должны быть установлены кнопкой тревожной сигнализации. Ижевская трагедия не первая, но очень хочется, чтобы она была последней. И стала уроком всем, кто отвечает за безопасность детей. Петр Васильев, Георгий Григорьев, Якутск. Тем временем в Ленске в школе номер 3 с углубленным изучением английского языка также действуют все необходимые меры. Учет посетителей, турникеты и камеры видеонаблюдения. Уровень безопасности отмечают и родители, и ученики. Ну, я считаю, что меры безопасности достаточно серьезные. В школах нашего города металлический забор вокруг каждой школы у нас установлен. Камеры наружного наблюдения и внутри школ. Потом металлоискатели в школах стоят, рамки. И обязательно на входе встречает охранник. То есть мимо просто так не пройдешь, обязательно запишут, в какой организации вы работаете, фамилия, имя, отчество. Вот. Ну, я считаю, что на достойном уровне защита в наших школах. Может быть, добавить еще охраны, несколько человек, чтобы было. И, тревожная кнопка, не знаю, кстати, есть она или нет, наверняка есть. Если нет, то добавить тревожную кнопку. В Якутске продолжает свою работу координационный центр по вопросам частичной мобилизации. Напомним, что центр был открыт 27 сентября Общественной палатой республики по заданию главы региона Айсена Николаева. Всего от якутян поступило уже более 240 обращений, касающихся мобилизации. Стоит отметить, что такого рода координационный центр единственный по всей стране. Подробности смотрите далее. Координационный центр республики ежедневно работает с гражданами по вопросам частичной мобилизации. Инна Иннокентьева, уроженка Среднеколымского района. По словам женщины, ее брата призвали ошибочно, так как он не годен по состоянию здоровья. Не успели собрать справки. Хорошо, что здесь открыли центр. Составили заявление, ждем ответа. Центр работает по 3 направлениям. Первое – это пункт приема и обработки посылок для мобилизованных граждан. Штаб развернут по адресу Орджоникидзе, 10 в актовом зале. Он действует ежедневно, без выходных. Поддержали сейчас подросток, поликлиника номер 3 и другие частные лица. Я призываю всех тоже подключиться к сбору дополнительной экипировки. Помимо этого, на Курашова 24 в 401 кабинете общественники осуществляют прием заявлений по вопросам, касающихся частичной мобилизации. После их оформления все письма направляются в военный комиссариат республики и в военную прокуратуру Якутского гарнизона. Все члены нашей палаты будут принимать посильное участие, потому что мы считаем, эта работа очень важна. Сегодня, например, принято более 20 заявлений. Поток наших людей идет, и заявления разного характера. Есть ошибочно, возможно, призванные, это и многодетные отцы, и по состоянию здоровья. При заполнении заявления желательно иметь на руках копию паспорта и военного билета. Если по состоянию здоровья, то еще и медицинские выписки мобилизованного. Также в центре оказывается психологическая помощь гражданам от Центра социально-психологической поддержки молодежи. Порядок должен быть, и мы сделаем все возможное всем миром, как говорится, чтобы каждый мобилизованный чувствовал внимание и заботу нас, всех якутян. Консультации по вопросам частичной мобилизации также можно получить по телефону 507-363. А направить заявление электронно можно на адрес почты, который вы видите на ваших экранах. Светлана Амосова, Георгий Григорьев, Якутск. Поспредство Якутии по Дальневосточному федеральному округу активно работает с воинскими частями, расположенными в макрорегионе. Часть мобилизованных из Хабаровского и Приморского краев уже направились в пограничную территорию специальной военной операции. Поспредство напрямую работает с координационным центром, который создан в Якутии. Ежедневно обрабатывается каждое заявление. Помимо этого, специалисты представительства также собирают гуманитарную помощь и принимают необходимые для мобилизованных предметы и вещи от земляков. Есть определенные моменты, которые надо нам исправлять. Мы в меру сил и возможностей исправляем, возвращаем тех, кто был ошибочно мобилизован, у кого есть медицинские справки, у кого есть социальные причины, семейные, и кто имеет определенную бронь по предприятию. Как мы знаем, что предприятия ЖКХ, там, IT,
должны иметь бронь на своих специалистов. Тесно работаем с нашим штабом в городе Якутске, который был создан по ошибочно мобилизованным. Они нам отправляют списки, мы совместно с военной прокуратурой частей отрабатываем, смотрим и по мере возможности возвращаем. Весь Донецк только за Россию. Я знала, что все проголосуют за нее. Об этом сообщила Дина Бойченко, которая переехала из Донецка в Россию. По словам женщины, эти годы были очень сложные. 8 лет жили под обстрелами каждый день. Поэтому это событие стало долгожданным для всех жителей республик. Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области прошел референдум, на котором большинство жителей поддержали вхождение в состав России. Мне звонила подруга и спрашивает: как ты там? Ты проголосовала или нет? Я говорю: да, я поздравляю тебя, моя дорогая. Такие нежные слова говорила. А здесь были же репортеры, они ухватились и говорят: правда звонит? Вот, звонит Донецк. Дончане, где-то так, практически весь Донецк проголосовал, да? Освобождение Донецка хочу. Освобождение Донецка, и очень переживаю за родных и близких, которые на той стороне. Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям республики обращается к жителям и гостям Якутии с предупреждением об ответственности за призывы и участие в несогласованных массовых мероприятиях. В сети интернет, в том числе в социальных сетях, распространяются призывы к неопределенному кругу лиц принять участие в массовой протестной акции, а также к совершению иных противоправных деяний. Сообщаем, что указанное массовое мероприятие с органами исполнительной власти в установленном законом порядке не согласовано. Отмечается, что распространение подобных материалов в сети интернет, социальных сетях, форумах и на иных интернет-платформах, а также вовлечение в противоправную деятельность пользователей сети интернет, в том числе несовершеннолетних, а равно и участие в незаконных акциях, являются наказуемыми по действующим административному и уголовному законодательству. И к другим темам. В последние дни в Южной Якутии установилась холодная погода. Ночью столбик термометра опускается ниже 0, днем держится плюсовая температура. Ситуацию осложняет снег и образовавшийся на дорогах ледяной покров. В такое время года водителям и пешеходам необходимо быть предельно осторожными и внимательными. Снегопад и гололед серьезно усложнили ситуацию на дорогах Нерюнгринского района. Так, с наступлением отрицательных температур увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий, в том числе и с тяжестью последствий. Всего с начала данного периода зарегистрировано у нас 6 дорожно-транспортных происшествий. 5 дорожно-транспортных происшествий у нас зарегистрировано на территории Нерюнгринского района. И одно дорожно-транспортное происшествие учетное, то есть в котором пострадали или получили ранения, или погибли люди, на автодороге местного значения АЯМ-378-Нерюнгри. В последнем дорожно-транспортном происшествии пострадало 4 человека, один из которых находится в реанимации. Сотрудники госавтоинспекции в очередной раз напоминают водителям о необходимой подготовке транспортного средства к зимнему периоду. Это проверка технического состояния автомобиля, замена летней резины на зимнюю и диагностика тормозной системы. Перемена климата, тепло-холод, я думаю, переобуваться надо вовремя, а лучше даже заранее. Конечно, обязательно резину поменял зимнюю. Надо было, чуть-чуть даже не успел, по гололеду ехал. Только с отпуска приехал, а тут снег выпал. Так поменял все уже обязательно. Резина должна быть в идеале. Сейчас такой гололед, то что нужно переобуваться сразу. В это время я уже успела все это сделать и советую всем это тоже. Сейчас выставлены дополнительные патрули ГАИ в Нерюнгри, в поселках Чульман и Беркакит, а также усилено патрулирование на федеральной автодороге в местах, где имеются подъемы и спуски. Ирина Жданова, Вадим Барашков, Нерюнгри. Дорожных ям больше нет на территории автозаправочной станции Накынского отделения УМТС. В рамках программы капитального ремонта в 2021 году сотрудники Мирнинского управления автодорог заасфальтировали подъездную дорогу к заправочному пункту Ромашовка. А этой осенью преобразили и территорию заправки. В асфальт одели внутриплощадочные проезды, автомобильную стоянку и пешеходную зону. Покрытие устойчиво к перепадам температуры, долговечно. Водители отмечают не только ровную дорогу, но и отсутствие пыли.
провели. По их словам, благодаря капремонту созданы более комфортные условия и для водителей, и для сотрудников. Сегодня на Ромашовке заправляются топливом легковые, грузовые, погрузочные машины и транзитный транспорт. Здесь была щебеночная дорога, грунтовая, то есть период распутицы, так скажем, дождей, то есть дорога разбивалась, это были ямы, выбоины, там так называемая гребенка, что влияло на безопасность движения транспорта, на состояние самого транспорта. После проведения этого ремонта данная проблема у нас отпала. В Якутской республиканской клинической больнице в эндокринологическом диспансере проходит акция «Бабушки – это мамы со стажем». В мероприятии приняли участие женщины от 50, которые уже имеют внуков. Главная цель акции – преждевременно выявить заболевания и устранить их. Акция проводится в рамках Года матери – Дня пожилых людей республики. Стоит отметить, что Якутская республиканская клиническая больница планирует и в будущем продолжить проводить такие акции. Году матери наша больница, начиная с мая месяца, в мае День щитовидной железы, проводили тоже такую же акцию многодетным мамам, где прошли 30 мам обследование. И сегодня мы ко Дню пожилых, тоже бабушки и мамы со стажем, проходит 40 бабушек. Внимание к старшему поколению должно уделяться на постоянной основе. Помимо базовых потребностей, граждане элегантного возраста больше всех нуждаются в общении и развлекательных программах. В пансионате «Счастье» вместе с сотрудниками Национальной библиотеки республики отметили День пожилых. Подробности у Надежды Саханской. Главное, ребята, сердцем не стареть. В рамках мероприятий, посвященных Международному дню пожилых людей, сотрудники Национальной библиотеки Якутии организовали традиционное праздничное мероприятие в пансионате «Счастье». Библиотекари провели увлекательную викторину с призами и концерт. Праздник состоялся в рамках проекта «Библиомобиль. Библиотека без границ», главная цель которого – культурная социализация пожилых людей и постояльцев домов-интернатов для престарелых и инвалидов. Проект «Библиомобиль» был запущен еще во времена пандемии, как доставка книг для маломобильных граждан, для пожилых людей. А в 2021 году проект был поддержан Фондом президентских грантов России. И с момента расширения сейчас это большой проект, который доставляет книги не только поадресно, но и работает напрямую с пансионатами и домами-интернатами. С момента запуска было обслужено около 5000 человек и доставлено более 3500 книг. Подарить частичку доброты и внимания несложно, зато отдача, получаемая от гостей мероприятия, высшая награда. Библиотека ваша приезжает уже два раза к нам приезжала. Мы вам очень благодарны от всей души. Постояльцы очень хорошо читают, и им это очень нравится. Мне очень нравится петь, и я, главное, не стесняюсь, и человек должен быть активный везде. Все это свидетельствует о том, что особым потребностям и проблемам многих пожилых людей необходимо уделять особое внимание. В целом, за период реализации проекта «Библиомобиль» было проведено 14 мероприятий. После пансионата «Счастье» праздник будет проведен в Республиканском доме-интернате для престарелых и инвалидов имени Решетникова. Надежда Саханская, Галина Кутугутова, Якутск. Тем временем якутские пенсионеры успешно приняли участие на 7-й спартакиаде пенсионеров России. С 27 по 29 сентября в городе Тольятти Самарской области прошел финальный федеральный этап спартакиады. Всего в нем приняли участие представители из 74 регионов по таким видам спорта, как легкая атлетика, дартс, настольный теннис, пулевая стрельба, шахматы и плавание. Команда нашей республики в данном соревновании участвует во второй раз. В 2019 году якутяне заняли 53 место, а в этом году уже 17-е. В личном зачете Прокопий Петухов из Знамского Улуса завоевал 2-е место по пулевой стрельбе, а Марфа Дьячковская из Якутска заняла 3-е место по шахматам.
Состав был очень сильный. Вначале я думала десятку попасть, а потом первый день я когда сыграла, из 4 партий 3,5 взяла, да, я подумала, что можно и в тройку попасть, буду стараться, подумала. Получилось, что очки равные, которые первые, вторые, третьи, по системе Бухгольца я на 3-м оказалась. Светло, красиво и просторно. Теперь воспитанники Табагинской школы искусств будут развивать свои способности и таланты в современных условиях. Здание школы торжественно открыли после капитального ремонта сегодня. В поселке Табага прививать интерес детей к высокому начали в далеком 1976 году. Далее в 90-х годах была образована музыкальная школа. С тех пор там ни разу не проводился большой ремонт. Еще 3 года назад новое руководство подготовило проектно-сметную документацию, и в этом году по национальному проекту «Культура» старое здание преобразилось. «Капитал» в лице директора Ильина Владислава Егоровича очень быстро, просторно, красиво, светло сделали это здание. Благодарим всем нашим высокостоящим органам. И дети здесь будут учиться развивать талант. К слову, в этом учебном году в Табагинской школе искусств занимаются 70 детей из самой Табаги, поселка Владимировка и Старой Табаги. Они с большим интересом ходят на занятия по фортепиано, народных инструментах, в том числе играют на баяне, балалайке, гитаре, также рисуют и занимаются танцами. Благодаря проведенному ремонту у воспитанников появилось больше возможностей для занятий. 30 сентября вот уже 25 лет отмечается День интернета в России. Электронная почта, различные сервисы, позволяющие общаться с людьми даже на другой стороне планеты. Вся необходимая информация доставляется буквально за считанные секунды без значительных усилий и затрат. Практически ежедневно современный человек любой профессии использует интернет и в работе, и в личных целях. В повседневной жизни и по работе 90% всей информации передается только по интернету и соответствующим социальным сетям. В последнее время даже заседания, обучение детей, все осуществляется посредством дистанционных технологий. Без интернета на моей работе будет коллапс информационный, бункер. Темнота, ничего не будет больше. И стационарная связь тоже иногда уходит, если электричество тоже уйдет. Значение очень большое имеет сейчас. Тем временем в IT-парке прошел мастер-класс анимация персонажа для школьников Саха-политехнического лицея. В течение 2 часов ученики смогли познать основы скелетной анимации персонажа. Организатором мероприятия выступили курсы анимации, программирования и дизайна IT-генератор. Главной целью мастер-класса заключалось не только обучение анимации, но и вовлечение детей в отрасль информационных технологий. Такие мероприятия IT-генератор проводил и ранее. Напомним, мастер-класс прошел в рамках празднования Дня интернета в России. Это мероприятие проводим часто, то есть на различных мероприятиях всероссийских и республиканских мы проводим мастер-классы. Последний раз мы проводили на фестивале науки. Тоже это мероприятие собрало очень много детей. Всем было очень интересно и все прошло хорошо. Референдум – высшее волеизъявление народа. Сегодня в Якутске на площади Орджоникидзе состоялся санкционированный митинг-концерт в поддержку референдумов о присоединении новых освобожденных территорий к России. В акции приняли участие активисты, политики, а также артисты и музыканты. Большинство горожан одобрили решение российской власти и вышли заявить о своей гражданской позиции. Абсолютно положительно относимся. Считаем это правильным решением. Все, восстановление исторической справедливости. Положительно, потому что люди настрадались, люди сейчас уже рады, потому что я была в 2014 году в Крыму, и как раз тоже после референдума я видела эти глаза своими глазами, и, правда, тяжело это видеть, и я знаю, через что они прошли. Я только за. Я очень счастлив, потому что у меня живет много родственников на Луганской области, ну и вообще на Украине. Бывшей, можно сказать, территории Украины. Я за Россию, за то, что они присоединились.
И в завершение о спорте. Якутянка вошла в десятку лучших на всероссийских соревнованиях по художественной гимнастике на призы 10-кратной чемпионки мира Ольги Капрановой. Дарья Христофорова, входящая в сборную Якутии по художественной гимнастике, в личном зачете заняла 7-е место на первенстве. По сумме всех очков наша республика находится на 6-м месте. Соревнования являются уникальными, ведь у спортсменок есть редкая возможность отобраться на всероссийские соревнования, на первенство и чемпионат России. В этом году старты прошли по новым, усложненным правилам. Специалисты называют их эталонными. Именно по ним в свое время соревновались Алина Кабаева, Ольга Капранова и многие другие знаменитые гимнастки. Ну а на стартовавшем в Чите чемпионате России по боксу Назар Андреев в весовой категории до 80 килограммов успешно преодолел первый порог. Нелегкий бой с Саидом Исрафиловым из Ханты-Мансийского автономного округа был остановлен во втором раунде из-за повреждения у Исрафилова. Боковые судьи большинством голосов предпочли нашего земляка. Во втором круге Назару предстоит биться с чемпионом Москвы Расулом Алиевым, одолевшим Василия Каверина из Иркутска. Вы смотрели итоги дня. Для вас в студии работал Иван Лазаренко. Я с вами прощаюсь и берегите себя.